Новое уголовное дело теперь уже в отношении приехавших на место инцидента сотрудников следственно-оперативной группы возбудила прокуратура Первомайского района столицы. Как стало известно, прибывшие на вызов милиционеры, а также их руководство пытались скрыть факт стрельбы своего коллеги в другого правоохранителя. Должностные лица Бишкекского ГУВД и РУВД Первомайского района обвиняются по 3 статьям: хулиганство, злоупотребление должностным положением и превышение должностных полномочий. В ночь с 10 на 11 сентября 2018 года сотрудник службы криминальной милиции ГУВД города Бишкек из хулиганских побуждений, совершая действия, выходящие за пределы его полномочий, находясь около кафе «Империя пиццы», расположенного по улице Ахмбаева города Бишкек, из неустановленного огнестрельного оружия произвел выстрелы, в результате чего попал в область правой ноги милиционера отдела охраны Октябрьского района. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа УВД Первомайского района, которую, в свою очередь, злоупотребляя своим служебным положением, укрыли вышеотмеченное преступление и не предприняли должных мер в отношении виновных лиц. Стрелявшим милиционером, как сообщалось, оказался оперуполномоченный службы криминальной милиции столичного ГУВД. Пострадавший сотрудник главного управления специализированной службы охраны Октябрьского района. С огнестрельно-сквозным ранением голени сейчас он проходит лечение в Бишкекском центре травматологии и ортопедии. С самого начала из милиции по поводу происшествия поступала противоречивая информация. Было неясным, отдыхали ли сотрудники органов в этом заведении вместе или, как говорили, пострадавший милиционер оказался там случайно. Получивший пулю правоохранитель, кстати, сначала наотрез отказывался писать заявление на своего коллегу. Что послужило причиной конфликта, в МВД пока все еще не сообщают. На данный момент известно лишь то, что стрелявший оперативник из органов уже уволен. Мне гости подрались, а мои охранники сразу вывели на улицу. Они были в форме? Нет. Если они были в форме, я бы даже их не пустила. Я видела, как они танцевали, гости. Там именно Гимуршкан я даже не знаю, не видела. Я прям зашла, вышла, нет. Отстранены ли от несения службы пытавшиеся скрыть факт стрельбы другие милиционеры, пока неизвестно. Выясняется и происхождение оружия, из которого был сделан выстрел. Имена участников инцидента, а также пытавшихся их прикрыть коллег, пока также не сообщаются. Я каждый раз удивляюсь над сотрудниками милиции. Один и тот же случай они могут 100 раз повторить, при этом разные люди в разных ситуациях и в разное время. Но я просто удивляюсь, как можно наступать на одни и те же грабли. Вообще нужно сказать, конечно, что есть большая проблема кадровой политики. Это не только в милиции, но и в других государственных органах. Приходят сотрудники на руководящие должности, не соответствующие по всем своим критериям этой должности. Соответственно, у него требования к работе и уже будут не такие, какие должны быть. Соответственно, его сотрудники могут совершать какие-то оплошности, с одной стороны детские, с другой стороны очень печальные, что это совершают сотрудники милиции и так далее. По словам Толкумбека Исакова, дело находится на контроле общественного совета. Обвинение виновным будет предъявлено и дело дойдет до суда. Кроме того, прекращение уголовного дела за примирением сторон, возможное при совершении менее тяжкого преступления, в данном случае, по его словам, невозможно. Напомним, зимой прошлого года у одного из столичных заведений милиционеры совершили групповое нападение на обычного горожанина. С многочисленными травмами пострадавший оказался на больничной койке. Некоторые из нападавших на скамье подсудимых. Однако позже стало известно, что отец пострадавшего забрал заявление. На такой шаг, по его словам, он пошел после непрекращавшихся угроз, поступавших от милиционеров. Дело было прекращено за примирением сторон. А виновные правоохранители, как утверждали в ГУВД, были уволены. Булат Исаев, Асхат Ибраимов, НТС.